В Душанбе состоялась очередная встреча по таджикско-кыргызской границе. В Нурабадском районе жителя задавило прицепом от трактора, а в Гисаре под лед провалились дети. Путин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву. Зеленский обратился напрямую к Германии с просьбой дать согласие на поставку Киева танков «Леопард». Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации демаркации таджикско-кыргызской государственной границы прошла в Душанбе. Как сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел Таджикистана, встреча проходила в таджикской столице с 13 по 20 января текущего года. По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Очередная встреча сторон состоится на территории Кыргызской республики. Другие подробности встречи не сообщаются. Напомним, что предыдущая встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации демаркации таджикско-кыргызской границы проходила с 1 по 6 декабря 2022 года в Баткине. Тогда стороны выполнили проектное описание прохождения линии границы общей протяженностью 17,66 километров. В целях продолжения работы стороны согласовали план-график встреч на 2023 год. В Таджикистане 26-летний житель Нурабадского района Исламиддин Нортубоев погиб в результате несчастного случая. Молодого мужчину задавило прицепом от трактора, об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел страны. Отмечается, что происшествие произошло 18 января около 18:30 часов в районе Дангара. Погибшим был пастухом и вместе с другими людьми пытался вручную спустить с пригорка прицеп от трактора. Во время движения прицеп вдруг перевернулся и задавил Нортубаева. От полученных травм пастух скончался на месте инцидента. По данному факту проводится расследование. Также сегодня стало известно, что 16-летняя 7-летняя сестра и брат жителей села Ганджук сельского джамата Дехканабод города Гисар провалились под лед. Девушку спасти не удалось, об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан. Инцидент произошел 19 января примерно в 16:30 во время пересечения реки Хунако, которая обледенела. Отмечается, что усилиями соседей удалось спасти только мальчика, а тело девушки было обнаружено после поисков в 18:40 в 30 метрах от места происшествия. В этой связи КЧС повторно обращается к родителям, настоятельно просит не оставлять детей одних без присмотра. Предупреждайте детей о том, что переход через реку, где тонкий лед, опасен для жизни, рекомендует ведомство. Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву, которому сделали операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. «Мы тоже в Москве все желаем ему скорейшего выздоровления», сказал Песков журналистам, его цитирует РБК. Утром 20 января экс-глава казахстанского телеканала «Хабар» Александр Аксютиц сообщил, что 82-летний Назарбаев госпитализирован. Аксютиц уточнил, что первый президент республики находится в одной из астанинских больниц, где проходит комплексное обследование сердца, не исключается операция. Позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укейбай рассказал, что бывшему лидеру провели операцию, она прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет, сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре, уточнил он. Президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к Германии с просьбой дать согласие на поставку Киева танков «Леопард». Обращение в эфире общественного телевидения Германии прозвучало перед самым началом очередной встречи контактной группы «Рамштайн», открывшегося в пятницу на одноименной американской авиабазе. Формат «Рамштайн», в который входит порядка 50 стран-союзников, был создан после начала полномасштабной российской агрессии для координации западной военной помощи Украине. С начала войны в его рамках был согласован не один пакет помощи для Украины. Главный фокус встречи в пятницу – это решение Германии по поставкам танков «Леопард», которые, по мнению экспертов, позволят Украине переломить ситуацию на тех участках фронта, где Россия ведет наступление.
Накануне США и ряд европейских стран пообещали дать Украине различные виды вооружения, включая те, что не поставлялись прежде. Однако до сих пор лишь Великобритания обязалась предоставить Украине тяжелые танки, необходимые для эффективной борьбы за освобождение своих территорий. «Сотни слов благодарности не заменят сотни танков», сказал Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам контактной группы, собравшимся на американской базе «Рамштайн» в Германии.